Китай использует разные методы, чтобы скрыть преследование уйгуров и других тюрков в Восточном Туркестане. Чтобы ввести в заблуждение международных наблюдателей, по приказу Пекина городское управление Урумчи предложило местным жителям деньги взамен на поклонение в мечетях, которые обычно закрыты для богослужений. После того, как в мировых СМИ появилась информация о давлении Китая на уйгуров-мусульман, администрация Пекина начала проводить дезинформацию через такие страны, как Египет. Ложные заявления Китая относительно того, что в уйгурском регионе нет никаких проблем и преследований, опровергаются сообщениями тех, кому удалось покинуть страну. Во время выступления в ООН Зумрат Давуд, перебравшаяся в США, рассказала, что ее 79-летнего отца навестили 8 китайских представителей и попросили поклоняться в местной мечети за деньги. Зумрат Давуд подчеркнула, что Пекин часто использует этот метод для обмана наблюдателей, посещающих регион. В то время как власти Китая ужесточают преследование уйгуров, из Турции поступило сообщение о новом плане сотрудничества с Китаем. Для увеличения рейсов в Китай авиакомпания Turkish Airlines заключила договор с местными властями. Согласно заявлению отдела связей турецкой авиакомпании, первый рейс в Китай был запущен в 1999 году. В честь 20-й годовщины со дня запуска первого рейса, вслед за Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу, четвертым направлением турецких авиалиний станет Шиан. Смягчение торговой войны между США и Китаем подбодрило китайские компании, попавшие под санкции. Генеральный директор Huawei Рен Зhenfei открыто пригласил президента США посетить Китай. «Я буду рад встрече с Трампом, но для этого он должен приехать в Китай. У него есть частный самолет, он может воспользоваться им в любое время. Что касается меня, то у меня нет частного самолета, на котором я бы мог прилететь в США», заявил Зhenfei. Торговый дефицит США с Китаем, который в 2016 году составлял $347 миллиардов, в 2017 году достиг 375 миллиардов, а в прошлом году увеличился до $420 миллиардов. Тайвань, который испытывает сильную напряженность с коммунистическим Китаем, продолжает свой многовековой конфликт в киберпространстве. В то время как цифровые атаки Китая на Тайвань усилились, США и Тайвань провели совместные киберучения. В рамках учений на протяжении недели массовым кибератакам подверглись все официальные учреждения и брандмаузеры Тайваня. В официальном заявлении указывается, что кибертренировки направлены на отражение вероятных угроз со стороны Северной Кореи, но также известно, что главным врагом Тайваня является Китай. Госдепартамент США объявил, что в обмен на информацию, которая поможет найти некоторых лидеров террористической организации Аль-Каида, в общей сложности будет выделено $10 миллионов. Саад бен Атиф Аль-Авляки и Ибрагим Ахмед Махмуд Аль-Куси, являющиеся одними из видных деятелей Аль-Каиды, были добавлены в программу Госдепартамента «Вознаграждение за справедливость». Министерство призвало тех, кто владеет информацией об их местонахождении, связаться с властями по электронной почте или телефону. В качестве вознаграждения за Авляки министерство выдаст $6 миллионов, а за Куси $4 миллиона.